Всем привет, мои дорогие! Я вас приветствую на своем канале. Меня зовут Астарта Асантия Тара. И мы будем сегодня делать с вами расклад карты дня на отношения, на тему его мысли о вас и его следующий шаг, какие действия он предпримет. В ближайшие, как обычно, по традиции 4 дня. Итак, перед вами свои варианты. Все последние новинки, как обычно, в описании к этому видео, внизу под видео найдете. Прогнозы по знакам зодиака на февраль уже на канале. Тоже будет ссылка под видео на плейлист. Обратите внимание, кому интересно, и выбирайте свой вариант. Первый, второй или третий. А я перехожу к первому. Ну что, первый вариант, смотрим вас и его мысли о вас в первый день, да, с того момента, как вы это видео смотрите. Сейчас, секунду. Ну что, вы знаете, он будет видеть вас такой вот закрытой и отгороженной. Будет видеть, что вы не понимаете, что вы закрылись и ушли в себя, ушли вовнутрь, и будет за вами наблюдать. Но вы также в любом случае все равно будете смотреть за его реакцией. И иногда такое ощущение, что он будет понимать, что между вами есть некие преграды, между вами есть некие вещи, которые вас разделяют. Либо вы просто на те или иные моменты в жизни, то, что будет происходить у вас в тот период, да, на который вы смотрите, будете смотреть под разным углом. Будете видеть ситуацию, которая складывается между вами по-разному. И от этого, от этого, видимо, непонимания, да, от этих барьеров, он будет видеть вас, как будто вы от него закрываетесь, отгораживаетесь и погружаетесь в себя, в некую такую грусть, тоску, либо просто это внутренний такой поиск и попытка осознать, что же в жизни происходит. Вот такие мысли будут его одолевать в этот период. Его действия: карта клевер и карта якорь. Но активных никаких действий я у него не вижу. Да, будет как-то к вам повернут, он будет как-то пытаться с вами вести себя легко, без всяких ограничений, либо без всяких вот упреков, намеков, просто такое легкое воздушное общение, будет пытаться как-то нивелировать все неприятности или все недопонимания, которые будут между вами возникать. У нас карта клевер достаточно легкая, открытая, да, карта удачи, и рядом еще якорь. Вот он будет вот целенаправленно и так вот даже немного настойчиво, где-то даже навязчиво пытаться вас вывести также из вот этого состояния отгороженности, вот некого такого погружения, будет вас пытаться вывести, как-то вас немного расшатать, расшевелить, и будет настаивать на своем всеми силами, чтобы отношения немного как-то, некого такого вот позитива добавить в отношения, чтобы не было, вы знаете, такой вот подавленности, чтобы не чувствовалась подавленность в отношениях. Будет пытаться как-то дать вам понять, что отношения он хочет развивать, и отношения ему нужны. У нас все равно карта якорь, да, выпадает на действие. Да, это карта не активного действия, я бы даже сказала, где-то бездействия, но якорь где-то все равно выбрасывается, якорь где-то все равно кидается. То есть якорь забросили, да, он для чего предназначен? Чтобы удержать судно. То есть он всеми силами будет пытаться заякориться на вас, заякориться на ваши отношения. Далее, следующий день. Все равно, как бы он ни пытался, что бы он ни делал, как бы себя ни вел, что бы вам ни говорил, вы все равно будете закрыты. У вас все равно будет вот это вот состояние подавленности, состояние отгороженности, некое даже депрессивное состояние. У кого-то может проиграться так, что будет просто плохое самочувствие. И не будет ни сил, ни времени, ни желания как-то открываться, вести более открытый диалог, более активный диалог. Все равно вы будете находиться в каком-то своем таком мирке,
в своих каких-то делах, переживаниях, и выходить оттуда напрочь совершенно не хотите, либо не будет просто сил. Будете закрыты от него. И он это будет видеть, и он это будет понимать, осознавать. И как он же будет действовать, карта собака и карта всадник. Всеми силами вам будет показывать, что вы ему важны, вы ему нужны, причем где-то будет даже активно показывать, где-то вам предложит куда-то съездить, может вас куда-то свозит, настоит на своем, будет пытаться как-то вас расшевелить, как вот здесь, да, но вот здесь, как и в первый день. Если здесь тут такие воздушные легкие, да, такие попытки куда-то что-то вас куда-то вас свозить, вас расшевелить, то здесь уже такие более мягкие, более такие вот уговорами, не нытьем, так катанием. Он будет пытаться вас из этого состояния вывести, вас куда-то, может быть, сводить, где-то как-то проветриться, сменить обстановку, может быть, что-то вам предложит, что-то вам расскажет, какие-то новости принесет. Но я думаю, такого положительного, хорошего, благостного такого характера. И также вам будет показывать и демонстрировать то, что он к вам привязан, что он вам доверяет, что вы с ним партнеры, что он хочет быть с вами, хочет вести отношения, и он к вам уже настолько привязался, что уже никуда без вас. Все только с вами. Будет показывать свою преданность, свое расположение, свою любовь. У нас туда собака. Еще и всадник, где-то даже навязчиво, где-то даже вот как-то вот как вот динамично, настойчиво будет вам прям демонстрировать свое расположение к вам. Далее, третий день, ваше состояние, его мысли о вас. Но здесь он сам уже начинает нервничать. Немного. Вы уже будете выходить из состояния некой депрессии. У вас уже вот это состояние подавленности и закрытости будет переходить в состояние некой такой агрессии, но со знаком плюс. Когда появляется внутри новая энергия, и уже, знаете, как вот из принципа, да, из вредности я все равно сделаю, я все равно добьюсь, и буду идти дальше, чего бы мне это ни стоило, как бы мне было сложно, как бы ситуация не была запутана, либо была запутана, а в любом случае я умная, я сильная, я все смогу. Вы будете ему это демонстрировать, всячески показывать, что в принципе вы личность зрелая, вы личность сильная, вы личность самодостаточная. Такой он вас видеть и будет. И сам он будет уже не понимать, что же происходит, он запутается уже окончательно, начнет уже переживать и уже думать, что же такого произошло, что же такого случилось, почему она вдруг закрылась, почему она вдруг отгородилась, до нее не достучаться, до нее не добиться, до нее не добраться. И, возможно, тут уже сам немного включит агрессию. Но и вы уже на третий день будете выходить из этого состояния, что хорошо, да, и уже будете смотреть на мир по-другому, как-то уже пересмотрите свои силы и возможности, воспрянете духом и силами. Может быть, недомогание пройдет, которое было у вас на протяжении 2 предыдущих дней, и вы, как птица Феникс, воспарите, возродитесь. Его действия, карта сердца и карта дерева. Вот он всеми силами будет показывать вам свою любовь, будет вам показывать, что он хочет, чтобы ваши отношения росли, развивались, укоренялись, якорились, да. Он всеми силами вам будет показывать свою привязанность, то, что он вас не отпустит, что он вас любит, что он к вам расположен. И как бы вы себя здесь не вели, что бы вы здесь не делали, как бы вы здесь не демонстрировали свою состоятельность, самостоятельность, все равно он хочет быть рядом, он хочет быть с вами. 2 карты очень красивые выпали. Вот так вот давайте сделаю, чтобы вы видели.
Да, вообще красота, тут любовь, тут отношения, тут развитие отношений. Я бы даже сказала, где-то даже будет вам намекать, если вы, например, совместно не проживаете, то тут уже он будет вам намекать на совместное проживание, на перевод отношений в какое-то более серьезное русло. В лоно семьи, в лоно уже такого партнерства стабильного и укоренившегося партнерства, которое впоследствии принесет свои плоды. Да? Далее, и 4-й день, его мысли о вас. Вот здесь, смотрите, он видит вас самостоятельной, видит вас самодостаточной, видит вас такой немного даже дерзкой, понимает, что у вас есть какие-то некие трудности, некие проблемы, которые вы несете, и также осознает, что вы не хотите с ним поделиться, не хотите с ним разделить свою ношу. Все тащите сами, вам тяжело, вам не просто, вас это как-то ограничивает, удерживает, но все равно вы эту ношу несете. И также в мыслях у него о вас это будет, знаете, вот такое расположение, желание быть ближе, желание быть рядом с вами. Тут вот прям захочет он ласки, нежности, такой вот букетно-конфетный некий период, да, когда вот как голубки воркуют. Эта карта часто мне показывает такие приятные, благостные отношения, времяпрепровождение совместное, когда вот эта частичка счастья, она снизойдет на ваши отношения, забудете о всяких барьерах, о неприятностях, о сложностях и посвятите время друг другу. Но как бы то ни было, как бы тут голубки не ворковали, все равно осознание того, что есть трудности, и вы их ему не транслируете, да, с ним не делитесь, это будет. Его действия: карта сад и карта дом. Он будет к вам открыт, он будет к вам расположен. Может быть, вас опять же куда-то сводит в некое развлекательное место. Что-то, может быть, посетите с ним: театр, кино, торговый центр. Может быть, как-то даже это будет некий такой парк, оранжерея, да. В общем, такой захочет провести с вами этот день. Быть, чтобы отношения были гармоничными, чтобы отношения были такими комфортными, теплыми, спокойными, благостными. В общем, карта дом у нас, да. И в то же время может вдруг ни с того ни с сего тоже показывать вам и свои границы. Простите, я тороплюсь, заговариваюсь. Показывать вам свои границы четко и конкретно, и может даже в некоторых моментах, в некоторые вещи также перестать вас пускать, как-то тоже оградиться, закрыться, но это будет вот как-то выборочно у него. Вот если вы здесь все равно большую часть своих проблем вы несете сами, то тут, скорее всего, по его действиям он, может быть, что-то о работе вам не захочет рассказывать, может что-то, я не знаю, об отношениях с родителями, может быть, что-то об отношениях с друзьями. Ну вот он вроде как открыт и вроде как и закрыт, что-то вам не договаривает. Но в любом случае захочет с вами провести приятный, красивый, спокойный, гармоничный такой, любящий, влюбленный день, полный тепла, уюта и гармонии. И вообще, судя по вашему раскладу, дорогие единички, мужчина к вам расположен, мужчина влюбленный, мужчина беспокоится, мужчина хочет быть с вами. Вот такой вот у нас был первый вариант, дорогие. Я желаю вам всего самого хорошего. Самое главное — здоровья, любви, благополучия. Пусть жизнь будет полна чудес, любви, прекрасных, красивых, счастливых эмоций, прекрасных, счастливых, красивых, невероятных моментов, незабываемых, да. Это была Астарта Сантия. Я с вами прощаюсь, перехожу ко второму варианту. Двоечки, смотрим вас и его мысли о вас. Первый день, да, из 4, которые мы с вами просматриваем. Ну что, он видит вас закрытую,
В том смысле, что он понимает, что вы не договариваете, вы одеваете маски, вы в некоторых каких-то моментах общения с ним, отношений с ним, да, такое ощущение у него складывается, что вы лукавите. Он видит, да, что вы хотите большего, что вы мечтаете о большем, что вы желаете больше, но это все только ваши мечты, и он это понимает. Я имею в виду не в том смысле, что он рукой махнул, только помечтает и забудет. Нет. Он понимает, что вы прямо хотите большего, мечтаете о большем. И, может быть, вот это самое большее, да, ваши мечты вы скрываете, вы не говорите. Вы от него не требуете того, что вы хотите. Вот вы это искренне хотите, искренне желаете, и дальше вы ему это не показываете. Вы это ему не транслируете, вы это от него скрываете. И он не понимает, что вы скрываете. У вас есть свои желания, о которых он не знает. Он понимает, что что-то не так, что вам нужно что-то другое. Но что именно, он не знает, не понимает. Ваши мечты остаются, дорогие мои дочки, только вашими, потому что вы далее одеваете маски и ему об этом не говорите. Его действия — карта Солнца и карта Клевер, а он к вам расположен. Он хотел бы, чтобы вы наконец открылись, чтобы вы пролили свет на те ваши мечты, на те мысли, на те идеи, которые у вас есть, чтобы вы сняли маску, чтобы вы стали самой собой, чтобы вы перестали закрываться, отворачиваться, чтобы вы наконец к нему ему доверились, ему открылись, к нему развернулись, чтобы отношения перешли в такой некий новый уровень. Да, Солнце — это все-таки какой-то новый положительный виток в отношениях. И он так будет себя вести, он будет транслировать вам то, что вы ему можете довериться, что вы можете ему открыться, что вы можете ему сказать о том, что вы хотите, о том, что вы желаете. Он как-то попытается продемонстрировать вам, показать вам, что ему можно доверять и что он хочет знать, что вы хотите, что ему это важно, что ему это нужно, что он хотел бы, возможно, даже ваши мечты и ваши желания как-то воплотить и реализовать. Будет это делать ненавязчиво, будет это делать легко, как-то где-то даже позитивно. Вот Клевер — это такая достаточно открытая, позитивная карта, карта возможностей, да, карта некой такой удачи, которая будет дарить вам некие шансы для реализации задуманного. Вот он будет к вам расположен, по крайней мере, в первый день. Захочет быть вам опорой. Второй день. Вы все так же будете открываться, он видит вас такую, знаете, уставшую, изможденную, где-то даже раненую девушку, которая запуталась, которая не знает сейчас, чего хочет от жизни, которая вроде как и так, и наперекосяк. И все это сложно, и все это вам больно, и вы стремитесь, что вы целеустремленные, вы стремитесь к неким результатам, к неким вершинам, но это дается вам очень и очень сложно. Что вы, кстати говоря, вот тут карта немного даже вот резонирует. Вот тут карта маска, а вот карта зеркало. То есть, знаете, у нас зеркало, да, оно немного искажает. Вот тут он опять немного будет вас не понимать. Вот тут вы закрывались, да, он это явно видел, а вот здесь вот такое ощущение, что вроде как вы чуть-чуть приоткрылись, но все равно вы искажаете, вы не договариваете, от этого он еще больше вас не понимает, а осознает и видит только вот эти ваши страдания, ваше одиночество, вашу целеустремленность и, главное, ваше упорство и упертость где-то даже решать все проблемы, все свои желания добиваться самой в одиночестве. Вы вроде как ему и будете говорить, что-то транслировать, может быть, что-то расскажете, но все равно он будет понимать, что это не до конца правда, это не до конца верно, и вы не до конца ему открылись. И его действия — карта звезды и карта букет. Он будет понимать, что вы далеко. Может быть, даже это будет и физическое расстояние, но и эмоциональное тоже.
Здесь расстояние по звездам. Он будет понимать, что пока он не может до вас достучаться, он не может до вас где-то даже, может быть, дозвониться, дописаться, но всеми силами он это будет пытаться делать. Вывести вас на диалог, вывести вас на какой-то разговор, может быть, где-то комплиментами, где-то подарками, где-то какими-то, не знаю, ухищрениями. Вот. В общем, его действия будут направлены на вас, чтобы вы открылись, чтобы вы ему доверились. Также карта звезды, он может, знаете, мечтать, думать, планировать о том, как бы так сделать, как бы так выстроить с вами отношения, чтобы они выправились, чтобы они наконец обрели какой-то, не знаю, яркий образ, что ли, чтобы они стали более понятными для него. Потому что сейчас ему это непонятно. Да, он мечтает об одном, хочет одного, а дотянуться до желаемого он не может. А не может почему? Потому что вы закрыты, потому что вы отвернуты, потому что вы до конца с ним не откровенны и где-то даже ему не доверяете. Он же хочет, он же стремится, чтобы отношения стали более близкими, более доверчивыми. Но пока это ему не подвластно. Все зависит пока от вас, он до вас дотянуться не может. Далее, третий день. Какой он видит вас? Он будет понимать, что вы всеми силами все равно как-то закрываетесь, защищаете свою зону комфорта, что вы умная, что вы мудрая и что вы недоверчивая. Видимо, у вас уже был опыт каких-то сложных, тяжелых отношений. И сейчас вы, наученные этим опытом, просто ему не откроетесь, так просто ему не доверитесь, все равно будете от него закрываться, все равно будете упираться, все равно будете вот как-то, знаете, грубо говоря, к нему в полоборота повернуты. Не совсем открыто, не совсем откровенно, все равно вы будете себя вести, потому что есть вот он, некий горький опыт, наученная вы уже, опытная. Его действия: карта дом и карта всадник. Ну, он такое ощущение, что захочет вас впустить тогда в свою жизнь. Пусть вы занимаете эту позицию, да, пусть вы немного сейчас закрыты. Вы закрыты, немного отвернуты, но в любом случае тогда он захочет зайти с другой стороны. Он захочет вас впустить тогда в свой дом, в свою жизнь, к себе, может быть, как-то довериться вам, откроется первый, что-то вам расскажет, если это отношения, к примеру, недавние. Если эти отношения уже с историей, если это отношения уже давнишние, то здесь наоборот может проиграться, что и мужчина от вас как-то закроется, что мужчина от вас немного уже отстранится, будет заниматься своими делами. Может быть, просто будете что-то обсуждать, разговаривать, но вот ненавязчиво. Вы, получается, он видит вас закрытой, да, недоверчивой, что вы от него отворачиваетесь, вспоминая прошлое, вспоминая тот опыт, который был. И он решит тоже как-то оградиться от вас, потому что тоже тут у него может возникнуть какая-то неуверенность и какой-то страх. Он тоже как-то закроется, тоже четко будет показывать свои границы, свою зону комфорта, не будет, перестанет вас впускать, перестанет до вас как-то вот, не так навязчиво уже будет стучаться к вам, да, говорить: вот он, я здесь, поговори со мной, доверься мне. Тут он, скорее всего, начнет заниматься своими делами. Либо еще может быть, что вы ему что-то скажете, либо попросите у него время, либо что-то, ну вот, может произойти некий такой разговор, что он оставит вас в покое и как-то вот будет заниматься своими делами, немного отойдет от вас, отстранится. 4-й день.
вы уже немного подуспокоитесь. Вы, судя по всему, да, в его глазах вы немного подуспокоитесь. Он будет видеть вас прекрасной, красивой, такой вдохновляющей, воздушной девушкой. Будет понимать, что вот как-то то тяжелое состояние, оно у вас стало проходить, вы уже как-то более, видимо, будете сговорчивы, более к нему открыты, но все равно до конца все не пройдет. Все равно в душе, где-то внутри эта боль, она останется, и вы этой болью с ним делиться тоже не захотите. Все равно он будет видеть вас, хоть и прекрасной, и красивой, да, хоть и более уже благосклонно к нему настроенной, но в любом случае от него вы будете закрыты, будете от него скрывать свои настоящие переживания, свои настоящие чувства и его действия. А вот знаете, вот тут он решит оставить вас, видимо, в покое, дать вам возможность пережить, переварить все самой, и решит вот те препятствия, вот те преграды, которые между вами возникли, он решит их как-то по-хитрому обойти. Он их решит как-то по-хитрому гора — это то, что подвластно человеку, да, и вот эти препятствия он решит как-то преодолеть по-другому. Все равно, по-другому это как? Он все равно будет вам показывать, что он намерен, нацелен на то, чтобы отношения сохранить, чтобы как-то отношения углубить, да, заикариться, но, видимо, уже не так навязчиво. Вот он скажет: все равно, это я к примеру, да, все равно ты будешь моей, да, вот тебе время, я подожду. И вот этим самым, да, он даст вам время и возможность переварить те чувства, которые сейчас у вас бурлят, у вас сидят, и даст и себе, и вашим отношениям, да, возможность преодолеть эту преграду, которая возникла. Возникла она по той причине, что вы не захотите с ним ее разделить. Он все равно скажет: хорошо, пусть будет так, как ты хочешь, я подожду. И вот этим самым он все равно поставит некий такой якорь, некую такую точку, да, в кавычках, просто дав вам возможность ситуацию пережить, переварить. И что будет дальше, посмотрим в следующем раскладе. Но я думаю, что в покое он вас все равно не оставит. Судя по всему раскладу, мужчина хочет быть с вами, но мужчина такой терпеливый. Судя по всему, он готов ждать, он готов терпеть и готов принимать то, что вы можете в тот или иной момент ему предложить. Вот такой вот у нас был вариант номер 2. Я желаю вам, двоечки, будьте счастливы, будьте любимы, будьте здоровы, берегите, балуйте себя, живите полной жизнью. Пусть жизнь будет полна чудес, вдохновения, реализации всех ваших планов и желаний, мечтаний. С вами была Астарта Сантья. Я с вами прощаюсь и перехожу к варианту номер 3. Троечки дорогие, смотрим вас и его мысли о вас в первый день, да, из того срока, что мы с вами смотрим в этом раскладе. Вот с одной стороны, он понимает, что ему с вами хорошо, ему с вами комфортно. Вы смотрите даже на мир с ним одними глазами, одним взглядом, одинаково. И в то же время он видит, что вы от него как бы немного отворачиваетесь, немного закрываетесь, немного где-то даже сторонитесь, пытаетесь что-то не то чтобы скрыть, не то чтобы закрыть, не то чтобы ему не показывать, а вот просто есть у вас, видимо, черта такая характера. Вам необходимо иногда побыть одной. Вам необходимо иногда сохранить, вот знаете, свой мирок, который вы для себя выстроили. Вам вот там, я не знаю, раз в месяц, раз в недельку хочется побыть одной, хочется побыть самим собой, или как вот, да, и отгородиться от всех и от вся. Вы, скорее всего, просто человек творческий, натура творческая, и вам необходимо просто вот такая небольшая изоляция. Коротенькая, но вам необходимая. Он это понимает, он это осознает, и его действия.
карта Медведь и выпала ваша карта Бланка. Вот все его действия в этот день в первый будут направлены на вас. Он будет проявлять себя как мужчина, как самец, такой вот как альфа. Хорошо у него работает интуиция и хорошо работают инстинкты. И вот тут он будет даже где-то на интуитивном, даже на инстинктивном уровне чувствовать ваши вибрации, что и как вам нужно. Вы будете задавать тон его действиям по отношению к вам. Скорее всего, просто он в этот день покажет себя как сильный, такой волевой мужчина, мужчина-защитник. Мужчина, который пойдет к вам навстречу, как бы вы себя ни повели, что бы вы ни сказали, он поймет и просто даст вам то, что вы желаете, то, что вы хотите. Даст вам некую опору, даст вам некую поддержку через те вещи и через те поступки, которые вы у него попросите, которые вы от него потребуете. Далее, второй день. Вот здесь уже вы будете к нему более открыты. Как я уже и сказала, да, вы с ним на одной волне, но все равно вам его действия, вам его, не знаю, слова предприятия в этот день все равно он будет понимать и осознавать и видеть, что вот пока еще не время ему переходить к каким-то активным действиям, активным проявлениям в вашу сторону. Потому что вы все еще находитесь в этой изоляции, необходимой вам. Да, вы будете ему показывать, что вы ему благодарны, что вы к нему привязаны, что вы партнеры, но он все равно будет понимать, что еще не время. И если он сейчас что-то предпримет, что-то скажет более активно, да, более так настырно, настойчиво, то это вас еще больше от него отдалит. И вот этот период изоляции, он продлится еще дольше. Он видит, что вы запутались, что вам необходимо время, чтобы понять и трансформировать те преграды, которые и те неприятности, да, блоки, которые у вас внутри образовались. Вот он видит, что вы запутались, и вам нужно время. И его действия, если он будет их предпринимать, вам будут как будто бы крылышки обрезать, и как-то вы будете еще больше закрываться и отдаляться от него. И его действия, они сопряжены с его мыслями. Почему? Здесь мужчина будет погружен, скорее всего, в работу, в свои действия и в отношения с вами, но только на ментальном уровне. Никаких активных действий от него второй день тоже не будет. Он будет загружен работой, будет загружен какими-то вопросами финансов, будет загружен вот какими-то своими обязанностями и предприятиями. Но как бы то ни было, он все равно будет вам декларировать, будет вам транслировать то, что отношения ему важны и ему нужны. Что отношения медленно, но верно, они растут, они развиваются. Он этого хочет, он в этом нуждается. Но он вас понимает и дает вам время, которое вам необходимо. Вообще, мои дорогие девочки, третий расклад. И в третьем раскладе у дам, у девушек какие-то именно внутренние идут трансформации, внутренние какие-то переживания у всех трех вариантов. А мужчины во всех трех вариантах такие терпеливые, понимающие и дающие нам время на наши переживания. И вот в третьем варианте мужчина загаданный, он будет тоже поступать так же, делать точно так же, как и все остальные два варианта. Он будет терпеть, он будет ждать, и он будет давать вам возможность пережить, переварить, перетрансформировать ваши блоки. Далее, третий день, какой он вас видит? А вот тут кризис, видимо, достиг своего пика. Вот тут вы вообще такое, даже сами карты, да, смотрите, такие прям депрессивные, одинокие. Захочется отгородиться, захочется закрыться, как вы, что вы и сделаете. И он вас такой будет видеть, что вы закрылись, отгородились, да, и вот дверь чуть ли не на замок закрыли. Он будет понимать, что вам
все равно одиноко, некомфортно, тоскливо, больно. И ну, вот эта боль, она погружает вас в такую вот темноту, погружает вас в некую депрессию. И будет как бы осознавать, да, что вы выстроили преграду, что вы выстроили стену. Но предпринимать особо ничего тоже не будет. Потому что, видимо, он вас хорошо знает, он вас понимает, потому что, судя по всему, вы с ним очень похожи. И просто даст вам время. Даст время, да, будет, конечно, думать, метаться, может быть, все-таки что-то предпринять, может быть, что-то сделать, может быть, как-то поддержать, что-то сказать, но, видимо, все равно ничего активного предпринимать не будет. Вот он будет стоять как бы перед выбором, но выбор так и не сделает. Пустит все на самотек. Вот здесь вы будете один на один со своими мыслями, со своими депрессивными состояниями. Он это будет видеть, он это будет понимать, но сделать он ничего не сделает. Потому что есть осознание, потому что он понимает, что бы он ни сделал, что бы он ни сказал, все его действия, слова и поступки будут восприниматься даже в штыки и будут отнесены в ранг негативных и ненужных для дамы действий. Еще, знаете, у некоторых может проиграться и так, что мужчина в действиях где-то даже у него есть, как вот объяснить вам, подождите, где-то неуверенность, что ли, в своих силах, что он способен и что он может вывести вас из вот этого состояния, из вот этой депрессивной эмоциональной ямы. Вот тут неуверенность будет, и от этого, скорее всего, он, опять же, активных действий он не предпримет. И последний день, 4-й. Вот тут вы уже начнете потихонечку приходить в себя. Вот тут вы начнете потихонечку из этого болота эмоционального, из этой эмоциональной ямы выходить, опираясь на себя, опираясь на прошлый опыт, опираясь на уже прожитые какие-то ситуации и эмоции. Будете потихоньку уже выходить на свет. Да, будет получаться не совсем то, что хотелось бы, все равно до конца он вас понимать не будет. Он будет осознавать, что вы готовы уже из этой ямы выходить, уже готовы из этой ямы вылезать, но все равно тут лучше, он подумает, лучше предостеречься ему, потому что он может только навредить, если будет делать активные действия, потому что до конца он не понимает, потому что все искажено. Вот девушка, да, она в зеркальной комнате, в каждом зеркале она видит себя по-разному. И вот он будет не понимать все-таки, что же делать ему дальше, что же ему предпринять, что же вы ему показываете, демонстрируете, декларируете, транслируете. Вот здесь у него понимания не будет. Вы как-то будете для него в этот день некой такой загадкой. И в действиях это видно, потому что, опять же, активных действий я не вижу. Да, он как бы уже начнет что-то в вашу сторону предпринимать, да, все-таки у нас карта якорь. Видимо, он что-то вам предложит или скажет: все, хватит, выходи на свет, вылезай. Хватит уже переживать, хватит уже так страдать, зачем себе нервы мотать, портить себе здоровье. И начнет потихонечку, помаленечку такое ощущение вас изучать и смотреть, как бы, что же ему предпринять дальше. Будет как-то потихонечку, помаленечку, нетем так катанем, вас из этого состояния пытаться вывести. И как бы вот чуть-чуть попробовать что-то предпринять, посмотреть на вашу реакцию. С одной стороны, опять, с другой стороны подойти, что-то предпринять, что-то сказать, может быть, где-то приобнять, поцеловать, и опять посмотреть на вашу реакцию.
получается, не получается. Вот тут он будет вас, скорее всего, изучать. Но изучать вас он будет очень долго и очень вот такими вот неторопливыми, маленькими шажочками будет вот эту гору, вот этот барьер, который вы выстроите, да, в этот день как бы пытаться его преодолеть, пытаться его разрушить. Но опять же, вот с одной стороны ненавязчиво, а с другой стороны и упорно. Упорно захочет стать ближе, упорно захочет вас к себе и отношения с вами еще сделать глубже и еще их больше заякорить. У нас тут вышла и ваша карта бланка, и карта дерева, и карта развилка. То есть мужчина, с одной стороны, будет давать вам то, что вы хотите, да, то, что вы будете у него просить, а с другой стороны, а ему-то такое, в принципе, не подходит. Просто он вас понимает, и он дает вам возможность это пережить. Просто будет давать вам время. Но, судя по вот этим 4 дням, мужчина скажет себе: так не должно быть, мы должны быть ближе, мы должны быть вместе, и станет вас изучать. Вот эту закрытую книгу станет вас изучать, захочет вас раскусить и понять, нащупать вот эти вот рычаги, за которые можно будет вас как бы к нему развернуть и отношения сделать еще ближе, еще доверительнее. Вот такой вот у нас 3-й вариант, дорогие. Я желаю вам всего самого хорошего. Самое главное — здоровья, любви, процветания, благополучия. Любите, берегите, балуйте себя, цените себя. Пусть ваша жизнь будет наполнена прекрасными, счастливыми, чудесными, вдохновляющими моментами. И всего вам самого хорошего. С вами была Астарта Сантия. Я искренне надеюсь, что мой канал и мои расклады вам чем-то помогают и вас поддерживают. Пишите комментарии, ставьте лайки и до встречи всем. Пока-пока.